Туркменского лидера в Балканском вилаяте тепло встретили братья-близнецы Анна Гулы и Ашер Гулы Анна Гулыевы, арендаторы Дайханского объединения «Аркач». Дайхане отметили, что визит главы государства в Балканский вилаят является большой радостью для жителей вилаята и сообщили, что накануне в вилаяте с благословения президента Туркменистана, почетных старейшин страны, началась уборка пшеницы, а сегодня они попросили Аркадаглы, героя Сердара, благословить начало жатвы. Президент Туркменистана произнес «Бисмилла» и срезал небольшой сноп с богатого урожая пшеницы, выращенной трудолюбивыми дайханами, тем самым благословив жатву. В этот момент мощная техника приступила к сбору урожая. Президент Туркменистана наблюдал за работой зерноуборочных комбайнов на пшеничном поле Дайханского объединения «Аркач». Как отмечалось, сейчас во всех 5 вилаятах страны жатва зерна ведется ускоренными темпами. При этом особое внимание уделяется эффективной эксплуатации сельскохозяйственной техники. Глава государства также ознакомился с организованной здесь выставкой овощной и фруктовой продукции, сортов зерновых культур, хлеба и хлебобулочных изделий. В нашем народе хлеб всегда считался священным. Далее президент Туркменистана, побеседовав с молодыми арендаторами Анна Гулыевыми, поинтересовался условиями их труда, видами культур, выращиваемых на арендованных землях, продуктивностью зерновых полей. Братья-арендаторы Анна Гулыева рассказали, что являются дайханами с 2020 года. Анна Гулой рассчитывает собрать в этом году 256 тонн пшеницы с 64 гектаров земли. Кроме пшеницы, он засеял 15 гектаров земли хлопком, 5,7 гектаров картофелем и 4 гектара овощами. Ашер Гулы рассказал, что тоже засеял 15 гектаров хлопком, 4,3 гектара картофелем и 4 гектара овощами. Как отметил президент страны, в этом году повышены государственные закупочные цены на пшеницу и хлопок, и теперь доходы дайханов вырастут. Аркадаглы, герой Сердар, вручил подарки арендаторам, получающим богатые урожаи. В свою очередь, арендаторы, выразив искреннюю признательность за подарки и все условия, созданные для продуктивного труда дайхан, пожелали президенту Туркменистана и национальному лидеру туркменского народа, герою Аркадагу, крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в деятельности во благо страны и народа. Затем глава государства вручил хакиму Балканского вилаята ключи от 200 современных автомобилей, предназначенных для жителей вилаята. Выразив сердечную признательность от имени счастливых жителей региона за подаренные современные автомобили, хаким пожелал президенту Туркменистана и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк-Маслахаты Туркменистана, герою Аркадагу, крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в деятельности во благо народа и страны. Пожелав всем успехов в работе, президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов отбыл с места события.